Деятельность музеев на территории республики обсудили на совещании у главы Ингушетии. Расскажем, кому и в каких случаях положено пособие на детей до 3 лет. Проект для особенных детей «Береги зубы с молоду» реализуется в Центре непрерывного образования. Здравствуйте, это новости 24. Деятельность музеев на территории республики обсудили на совещании у главы Ингушетии. В настоящее время в регионе 9 действующих музейных учреждений, включая дома-музеи и археологический центр. Махмуд Али Калиматов предложил руководителям музеев представить в региональное правительство свои программы модернизации музейного фонда республики, идеи по развитию каждой своего учреждения. По его словам, необходимо разбить дальнейшую работу в данном направлении на 2 аспекта – оперативные меры и долгосрочный план. Руководитель субъекта дал поручение ввести план-график, по которому ученики всех региональных школ начнут на регулярной основе посещать музеи республики. У нас музейное дело не стоит на месте, оно развивается, растет количество музеев, улучшается экспозиция, растут фонды музеев. Но, к сожалению, наши музеи пока еще не стали своего рода культурными центрами. В этой части нам нужно очень серьезно подойти к этому вопросу. Первое, я думаю, то, что у нас есть, и что можно сделать в тех музеях, улучшить перспективу на развитие, чтобы могли с друг другом все это обсуждать, доносить и привести в порядок эту систему. Специалисты музея должны дать заключение. Мы пересмотрим все финансирование и все помещения и здания. Мы это пересмотрим. Это не 1 год. Все равно, я думаю, засияют музеи. Вот. У меня просто, как обычно, теперь главам, вы уж, пожалуйста, на окраине где-нибудь землю не оставьте для музеев. Дети через 100 лет спасибо вам скажут. Сегодня уже подбирайте, где в городе. Определите эти места. Сегодня вот прям щит железный, как я говорю, там забетонируйте, скажите, здесь будет музей. И Назрань, и Малгобек. Это привилегия для города, если он находится в городе, у него. Он должен лелеять это. Это за насыщение духовное. Уже в этом году жители села Плеево получат новую школу и детский сад. Эти 2 объекта стратегического назначения ждут с нетерпением. Возведение общеобразовательного учреждения ведется в рамках ведомственного проекта на 18-20 годы. Его проектная стоимость составляет более 500 миллионов рублей. Здание позволит разгрузить 2-ю школу. Детский сад строят в рамках нацпроекта «Демография». Микаил Тангиев с подробностями. День за днем, шаг за шагом в Плеве возводят, пожалуй, самые долгожданные образовательные объекты. Средняя школа на 720 мест и детский сад на 220 малышей расположены в непосредственной близости друг от друга. Родителям не придется далеко возить своих детей на учебу. Возведение объекта на территории началось еще в феврале прошлого года. Заложив капсулу времени в основание будущей школы, строители принялись за дело. За короткий период здесь залили фундамент, поставили стены и провели все необходимые коммуникации. Прямо сейчас рабочие заняты внутренними отделочными работами. Устанавливаем оконные проемы. Также у нас идут работы фасада. Также идет работа кровли. По проекту у нас кровля мягкая. Все по проекту. Материал у нас все есть, качественный. Материал завозим местный. Все идет на опереженном графике. На каждом из этапов строительных работ задействованы профессионалы своего дела. Алаудин Китиев – каменщик с многолетним стажем. Абсолютно на каждом объекте он придерживается строгого правила – 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Когда речь идет о строительстве здания, в котором будут учиться дети, права на ошибку не может быть, подчеркивает Алаудин. Общая площадь территории школы составляет 13 тысяч квадратных метров. Само здание – это 3 этажа, которое разделено на 4 блока. На 1-м этаже будут располагаться начальные классы, огромный пищеблок и комната отдыха охраны. Здесь у нас есть большой спортзал со всеми удобствами
женские, мужские раздевалки, душевые, туалетные. Что у нас еще есть? Актовый зал большой, в самом современном виде. Все помещения, которые необходимы здесь, они существуют. По проекту все заложено, все современное, все, чтобы детям было удобно, качественно. Особенно рады будущим изменениям во второй средней школе, которая находится неподалеку. Переезд в новое здание станет настоящим подарком как для учеников, так и для всего преподавательского состава. Почти испя бердаос. Очень хорошо, что у нас строится новая школа. Почти уже построили. В следующем году детям будет очень вольготно учиться. Почему? Потому что одна смена, дополнительные занятия, кружковая работа. Это же вообще классно будет. Поэтому я как бабушка, даже у меня внуки ходят в школу, я очень рада. Параллельно с новой школой строят и детский сад. До его официального открытия остается совсем немного времени. Двухэтажное здание было возведено в кратчайшие сроки, а сейчас заканчивают внутреннюю и внешнюю отделку здания. Проектирован на самом современном виде. Там имеется пищеблок, музыкальные, игровые, все для детей делается. Там будут рабочие места для воспитателей, все есть. Благоустройство дворовой территории также обещает провести в кратчайшие сроки. Здесь уже подготовили основания, и в дальнейшем будет уложена плитка, бордюры, проведут озеленение и освещение двора. После окончания всех работ жители села получат большую современную школу и детский сад, рассчитанный на всех детей в округе. Оба этих значимых объекта позволят существенно снизить нагрузку на другие школы, предоставят новые рабочие места и в целом простимулирует развитие жилого микрорайона. Завершить строительство детского сада планируется уже в конце мая, а новая школа примет своих первых учеников в августе этого года. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. При назначении ежемесячного пособия в связи с рождением первого и второго ребенка выплаты, полученные в предыдущем году, не учитываются в доходе семьи при обращении за субсидиями на следующий год. Разъяснение потребовалось после того, как в нескольких регионах малообеспеченным семьям не назначили пособие. Право на ежемесячную выплату на первого и второго ребенка с 1 января текущего года получили семьи, в которых средний душевой доход не превышает 2 прожиточных минимумов. Размер пособия зависит от прожиточного минимума в конкретном регионе и в среднем составляет 12 тысяч рублей. Выплата назначается семьям с детьми до 3 лет. Ингушетия подхватила всероссийский проект «Дорога памяти. Граффити Победы». Акция инициирована Министерством обороны России. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне стены высотных зданий превращают в символические полотна. На этот раз холстом послужила одна из многоэтажек Магаса. Жаридат Халухоева об этом подробно. Аэрозольными красками по кирпичной стене. Так воссоздается история Великой Победы на улицах Ингушетии. Явление для нашей республики совершенно новое, но приятное. Особенно для юнармейцев, чьими руками будто каменные джунгли превращаются в яркий пульсирующий холст. Это чувствует Эхеда Картоева. Мы вышли, чтобы люди не забывали об этом дне. Мы решили сделать вывеску для того, чтобы... Это первая вывеска вообще в республике, и мы решили, чтобы все видели ее, чтобы всем показать, что никто не забыт. У мастера Анатолия Кутырева это уже второй портрет на уличном холсте в рамках проекта Министерства обороны России «Дорога памяти». Первый с изображением знаменитой фотографии комбат появился в Краснодаре. Работа, как и та, что только создается на пересечении улицы Горчхановой и проспекта Зязикова в республиканской столице, отображает тяготы войны и непередаваемую радость от победы запечатленных в кадрах военных фотокорреспондентов. Хотели затронуть именно, что все равны и память о всех, и просто персонажи военных фотографий старых советских, хотели именно их выбрать. Именно этот рисунок акции «Граффити Победы» в региональном отделении юнармии выбирали все вместе. Как делится Мадина Богатырева, федеральным центром им было предложено более 50 вариантов изображений, из которых они остановились на более живом образе. Данный эскиз включает в себя все, и надпись «Дорога памяти», и солдат, и оружие у него в руках. Это, именно тематика войны. Ну и, конечно же, журавли, которые тоже являются символом
Победы, Георгиевская лента. Вот именно поэтому мы выбрали этот эскиз. Ну а дом мы выбирали, мы обращались на имя мэрии города, и нам предоставили 3 дома. Вот, и исходя из того, что данный дом находится в самом центре города, а также именно нам вот хотелось, чтобы во время парада или во время того, как люди будут проезжать, проходить мимо, чтобы в центре это все было видно. Совместными усилиями за несколько минут на стене появилась георгиевская лента. Это только часть рисунка. Чтобы он приобрел законченный вид, потребуется не меньше 3 часов. Это время юноармейцы решили использовать с еще большей пользой для дела. Ребята раздали прохожим памятные листовки с информацией о всероссийском проекте «Дорога памяти». От таких акций мы узнаем больше о тех людях, которые защищали нашу родину, чтобы сейчас мы жили в мире и покое. Мы узнаем о этих людях больше, мы узнаем, что они прожили за эти годы. Мы понимаем, что этот путь был не очень легким. Проект призван объединить соотечественников идеей увековечивания памяти всех участников войны, сохранения исторического прошлого, развития патриотизма, воинской славы России. Есть время до 9 мая, до открытия данного мемориального комплекса в Москве. И нам хочется, чтобы ни один уроженец Ингушетии, ингуш или же другой национальности, уроженец нашей республики, чтобы никто не остался, чтобы каждый был туда загружен и память о них осталась. Самым ярким образом эта память будет жить и в этой иллюстрации. Вооруженных солдат на фоне улетающих вдаль журавлей. В их строю уже нет промежутков, она заполнена победой, начерченной белыми буквами «Дороги памяти». Жирадат Хулхоева, Мербек Мержоев, Новости 24. Профилактическая стоматология. В Нижних Ачелуках, в Центре непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями, дан был старт реализации проекта «Береги зубы с молоду». Его автор Лиза Мальсагова удачно презентовала и защитила на молодежном форуме «Машук». Сейчас все задуманное применяют на практике. Хава Гагиева расскажет. Передний почти все хорошо, а вот задний не очень. Маленькие пациенты людей в белых халатах практически не боятся. Осмотр начинается с приятного, легкой беседы и улыбки. Это не просто снимает напряжение, а создает доверительную атмосферу. Магомед Мержоев один из первых, кто побывал на осмотре. Отныне обещает выполнять все предписания стоматолога. Мне было не страшно у стоматолога. Он говорил чистить зубы 2 раза в день. «Береги зубы с молоду» под таким говорящим призывом работает команда Лизы Мальсаговой. Они приехали в Центр непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация проекта проходила тут после выигранного гранта на Северокавказском форуме «Машук» и был направлен на профилактику стоматологических заболеваний для детей и их родителей. Это уроки просмотра фильмов и мультфильмов про заболевания и лечение зубов. Также проводят тренинги с родителями детишек про заболевания зубов, про то, как их правильно лечить, про инструменты и как ими нужно правильно пользоваться. Также родителям объясняют, какие продукты питания нужно кушать, какие нельзя кушать для предотвращения каких-либо заболеваний зубов. Важно было распространить знания о профилактике стоматологических заболеваний и гигиены полости рта, так как ранняя диагностика в большинстве случаев увеличивает шансы на успешное лечение, считает врач-стоматолог Милана Тарсикова, которая является участником команды. В профилактику вообще входит правильная гигиена полости рта, обязательно правильно сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Все это в комплексе. Проект «Береги зубы с молоду» был представлен на Машуке в номинации «Спорт, ЗОЖ, туризм». Его оценили федеральные эксперты на 259 баллов, назвав его успешным. Напомню, что это был юбилейный форум, и участница Мальсагова Лиза Магомедовна впервые приняла участие в данном форуме, и на предмашуке обратилась ко мне как к эксперту за помощью, за консультацией, где я ей с большим удовольствием помогла. Проект был написан идеально. Напомню еще раз, замечаний со стороны экспертов не было. И сегодня мы являемся свидетелями того, как успешно реализуется данный проект. Воспитанники Центра непрерывного образования были выбраны для осмотра не случайно, ведь в республике отсутствует эффективная система профилактической стоматологии для детей с ограниченными возможностями. Осмотр позволит не только на ранних этапах выявить скрытое заболевание, но и станет прекрасной возможностью сэкономить свое время на поездке к врачам. У детей с ограниченными возможностями здоровья зачастую бывают проблемы со здоровьем зубов. Почему? Потому что бывает проблема затруднением именно по самообслуживанию, допустим, по уходу за зубами
и так далее. Поэтому переоценить значимость данной темы, данного вопроса, данного проекта невозможно. За 10 лет в молодежном форуме «Машук» приняли участие около 20 тысяч человек. Практически все проекты направлены на благотворительность, улучшение экологии, волонтерство и популяризация своего региона. По словам специалиста Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия, «Береги зубы с молоду» – уникальный проект, потому что в этом направлении еще никто не работал. Я вижу, что проект реализован отлично, что цель проекта достигнута на все 100%, и что детям тоже это интересно, и это главная проблема для детей, потому что у нас подрастающая молодежь не особо это любит делать, потому что нужно заставлять. Это не последний визит Лизы Мальсаговой и ее друзей в белых халатах к детям. Впереди кропотливая работа, тренинги с детьми и их родителями, где они продолжат объяснять ребятам, что ухаживать за зубами надо так, чтобы не было в прямом смысле мучительно больно. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Юная скрипачка Мария Дзаурова стала лауреатом второй степени 18-го межрегионального музыкального конкурса «Наши надежды». Он проходил во Владикавказе. Соревновались в искусстве владения инструментами более 200 человек в 5 номинациях. Репортаж Тамары Хашакульговой. Магия струны ни одной фальшивой ноты. В ее руках рождается настоящее искусство. Мария вот уже 3-й год подряд постигает таинственный и чарующий мир музыки, то и дело демонстрируя свой талант искушенным зрителям. Чуть-чуть выше сюда, да? Уходишь далеко и становится очень тяжелый смычочек. И больше видения не останавливается. Именно благодаря такой слаженной работе юной скрипачке и удалось стать лауреатом второй степени 18-го межрегионального конкурса «Наши надежды». Она представила сложную программу, в которую вошли произведения Баха, Чайковского и Кабалевского. В этом году в нем принимали участие порядка 205 человек из Осетии, Чечни, Дагестана, Пятигорска, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Конкурсанты соревновались в 5 номинациях: фортепиано, академическое и эстрадное пение, духовые и струнные. Нервничала очень сильно. Потом меня успокоили, и я вышла и сыграла. Потом я вышла и подумала, все, больше играть не надо. Просто 4-е место я сидела, слушала, нет моей фамилии. 3-е место слушала, нет моей фамилии. Потом 2-е место я быстро встала и пошла туда. Мария Дзаурова – воспитанница Галины Дружининой, педагога с многолетним опытом. Именно под ее чутким контролем девочка и готовилась к нашим надеждам. То, что ей удалось войти в 3-ку лучших, она считает настоящим успехом. Ведь профессионализма и таланта у юных музыкантов было не занимать. К слову, Мария уже 2-я ученица Галины, которая приезжает из Владикавказа с призами. Для маленьких детей, которые начиная с 1-го, даже с подготовительного класса до 4-го, это редкие конкурсы. А конкурс такого уровня, где встречаются детки довольно-таки сильные, из очень известных, старых, можно сказать, школ, гораздо старее, чем наша студия. Мария была у нас как бы представитель от всей Ингушетии, на нее ложился груз ответственности, она очень постаралась и очень-очень достойно выступила. Очень понравилась она и членам жюри, и зрителям, которые сидели на этом конкурсе. Поддержать сестру на конкурсе поехала и Рабия. Она хоть и младше Марии на год, но в студию пришла раньше нее. Поэтому и опыта у нее больше. К слову, она всегда помогает старшей разучивать композиции и к конкурсам готовиться. Когда у нее новая пьеса, я постоянно слушаю. Вот когда я к ней захожу в комнату, я сначала беру книгу и читаю. Когда она неправильно играет, я не могу читать, потому что мне постоянно ошибки делаю, когда читаю. Любовь к музыке у Марии от бабушки, которая всячески поощряла стремление внучек развиваться творчески. Она и фортепиано купила по такому случаю. А в 6 лет мама отвела Марию в студию искусств. Вот только девочке скрипка оказалась ближе не только за ее звучность и силу, но и за тонкость и изящество. Я записала на скрипку, потому что у нее красивый звук, и что она красиво играет, что красивые пьесы бывают.
Мария Дзаурова впервые выступала за пределами родной студии, поэтому она получила не только звание лауреата, но и бесценный опыт, который, уверена она, поможет ей в будущем. Ведь в планах у юной скрипачки быть похожей на свою всемирно известную коллегу Ванессу Мэй. Тамара Хашагульгова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Уже завтра, 1 марта, в Ингушетии пройдет массовый забег, посвященный 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России. В соревнованиях примут участие не менее 500 бегунов из всех регионов СКФО. Утром, в первый день весны, все желающие участвовать в забеге соберутся у башни Согласия в Магасе. Добровольцы пробегут 7 километров до Дворца спорта Магас имени Берда Ивлоева. Девиз забега «Навеки с Россией». Напомним, приз за первое место 50 тысяч рублей, за второе место 30 тысяч, за третье 20 тысяч рублей. Гостей и участников праздника также ждет масштабная культурно-развлекательная программа. Пейнтбольная перестрелка прошла между Грозницами и Алькатрасом. Опыт против энтузиазма. Матч был дружеским, ход баталии и итоги встречи в репортаже Идриса Ижиева. Быстрое обмундирование и сразу в бой. Кто никогда раньше не играл, выбывает первым. По жребию команде Грозный достались желтые шарики, а Алькатрасу зеленые. Сегодня играют без флагов до последнего бойца. На каждого несколько сотен патронов. За раз можно вооружиться до 200. Чеченская команда играет в защите, так сказать, поджидает подходящего момента. Ингушский коллектив, напротив, штурмует. После нескольких атак у каждой команды минус по бойцу. Внимание, здесь главный союзник, отвлекаться нельзя. Соперник в каждом направлении. Самый распространенный стиль – это общекомандное отвлечение с последующей атакой одного храбреца. Алькатрас применяет именно такую технику. Однако опытные стрелки Грозного готовы к этому. Спустя 20 минут точными выстрелами чеченские пейнтболисты все же забирают раунд. Парни Алькатраса оказались крепкими орешками и смогли выбить из игры несколько бойцов Грозного. Команда достойно показывает себя в бою, даже больше, чем достойно, можно сказать. Естественно, у нас команда только образовалась, и достойных тренировок проводить как таковых мы особо не можем, но все-таки отпор какой-никакой даем на данное время. Команда Алькатрас тоже очень хорошо играет, они очень показали техничную игру, играли командой, друг друга прикрывали, очень хорошо играют ребята. Пейнтбол – современная спортивная игра командного типа. Дословно можно перевести как «краска и мяч». Это прообраз небольшой военной кампании. Одна команда, вооруженная специальным пневматическим оружием для игры маркерами, противостоит другой. Стрельба ведется специальными желатиновыми шариками с краской, которая растворяется в воде. Это развлечение – хорошее лекарство от стресса, накопившегося за долгую рабочую неделю. Правила игры достаточно простые. В пейнтболе нет убитых и раненых, а есть пораженные игроки и игроки в игре. Пораженным признается игрок, на теле которого после попадания шарика остается след краски. Одно попадание в голову и два в туловище – выход из игры. Специальной подготовки не требуется. Физическая сила и возраст не так важны, как сообразительность, решимость и, конечно же, снаряжение. Преимущество бывает в том, что, допустим, есть маркера, которые стреляют одиночно, а есть, которые очередью стреляют. В данном случае у меня маркер, который стреляет очередью, но опять же мы в сегодняшней игре только одиночку применяем. Поэтому преимущество, можно сказать, равное, если не включать автоматику. Ну и за счет ствола еще может быть. И когда ствол подлиннее, чуть дальше и точнее попадает в шар. Второй раунд прошел менее удачно для ингушского коллектива, ведь грозницы – настоящие специалисты командной атаки. После 10 минут они успешно зачистили территорию. По итогам бескомпромиссной игры победа досталась грозницам. Несмотря на молодость, Алькатрас хорошо себя проявил. Несомненно, в будущем эти ребята будут побеждать. Успех приходит с опытом. Идрис Ижиев, Магомед Дедигов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.